Вы в курсе того, что происходит в стране, в энергетической сфере в частности. Есть серьезные сложности с оплатой перетока, который необходим для населения, для нормального функционирования объектов жизнедеятельности. К сожалению, те резервы, которые имелись у нас, они имеют ограниченный характер. И буквально сутки-двое у нас будет приостановлен переток, оплаченный с Российской Федерацией. Собственные возможности выработки НГУРГЭС по тому притоку, который сегодня есть, это не от 4 до 6 часов в сутки мы можем подать свет. Не отключение, а подача света. Учитывая данную ситуацию, конечно, очень важная история с обеспечением топливом страны. Это связано будет и вопросы с обеспечением бесперебойного питания социальных объектов. В первую очередь, конечно, это объекты медучреждения. Хотели бы сегодня сверить часы, понять объемы, которыми вы располагаете, какие резервы мы могли бы заложить на поддержание функционирования этих объектов. Что касается оплаты, мы постараемся все обязательства перед Минздрава попробует оплатить, значит, топливо, которое будет направлено. Ну, наверняка будут какие-то сложности, перебои с финансированием. Просим вас в этой ситуации пойти навстречу и дать нам некий временной отрезок для закрытия тех объемов, которые вы будете поставлять этим социальным объектам. Заявки, которые они дали, в дальнейшем тоже, исходя из наших возможностей, будем оказывать максимальное содействие, тем более таким важным объектам, как республиканская больница, роддом, соответственно. Но и наши возможности, они тоже имеют определенные ограничения, да, вот, поэтому тут надо как-то тесно взаимодействовать, наверное, всем сейчас в данном случае организациям, занимающимся этой деятельностью, и с вашей стороны тоже, чтобы определенные, да, взаимодействия в каких-то вопросах были. Я докладывал министру финансов, мы с ним на связи. Там есть долги, но снабжение не приостановлено, оно немножко секвестировано, что касается Министерства внутренних дел. Министерство обороны в полной мере, Государственная служба охраны также. Но тут традиционно вы правильно отметили, что СГБ, да, погранотряд СГБ и главка СГБ. Мы просто не работали, я имею в виду нашу компанию, мы не работали с медучреждениями. Ну, естественно, если будет такая необходимость подстраховать или кто-то обратится,